Спасибо большое. Ирыгым Булдрахизепле, коллега. Вот до того, как начать круглый стол, я бы хотел поделиться своими впечатлениями по поводу вчерашнего дня, по поводу тех бесед, общений, которые меня удивили. И самое главное, что я радуюсь, что я могу удивляться, и что до того такие интересные люди на свете живут, что приятно жить. Вот Сергей Дмитриевич удивил. Такой, как вам сказать, разносторонний человек, который и интеллектуал, и организатор, и еще прекрасный исполнитель народных песен, да, чувашских. Вообще, да-да-да. Вам большое спасибо. Я вот искренне прям удивляюсь. Удивил меня тот рассказ, который, значит, ваш рассказ впечатлил и удивил тот герой, который, значит, Санги. Вот такие люди тоже бывают. Это писатель, который переведен на 180 языков мира. Значит, Невский писатель, который проживает, значит, на территории острова Сахалин, и он является, ну, наверное, один из представителей малочисленных народов Российской Федерации. Может быть, их 100 или 200 человек на свете. Так и да? Представляешь, Лидия Ивановна? И удивил мой друг Константин Анатольевич, который так профессионал большой буквы, оперативно выкладывает все новости, значит, вот с этого зала в соцсеть. Прям приятно. Ну, это мои такие впечатления, очень интересные, очень такие запоминающиеся для меня. Большое спасибо тем, кто умеет удивлять. Значит, коллеги, Алевтина Петровна у нас отсутствует по уважительной причине. Она отпросилась. И вот Николаю Ивановичу хочу предоставить слово. Он является ведущим научным сотрудником Центра регионального развития Чувашского республиканского института образования, доктор филологических наук. Ну, кто не знает Николая Ивановича в нашей республике, тот или слепой, или глухой человек, или вообще не умеет читать. Так и да. Кто не знает в тюркском мире Николая Ивановича, тот малообразованный человек. Все его знают. Поэтому нам приятно иметь свою звезду, научную звезду в гуманитарной науке, так как он является одним из единственным представителем столь популярным, столь уважаемым, значит, в тюркском мире, как ученый. Николай Иванович Серезамах. Сергей Дмитриевич. Тогда Лида Ивановна дает поручение, чтобы Николаю Ивановичу дать 15 минут, а потом уже Лида Ивановна дает поручение нам, Институту образования, потом собраться, то, что он не договорит, там у нас в институте Николай Иванович будет заканчивать. Ладно, Лида Ивановна? Давай, Николай Иванович, хорошо. Перевод есть, вот Сергей Дмитриевич сейчас будет переводить. Анна Семеновна, присядь, пожалуйста, рядом, и будешь переводить. Вот, ну, я могу... Да. Ну, раз песни поете, конечно. Во-первых, ну, там название темы у меня немножко по-другому звучало. Вот. Насущные аспекты проблемы сохранения витальности коренных народов Российской Федерации. Вот взмахнулся. Чувашей мало на всю Россию. Это потому, что у нас проблемы общие. Я хотел бы обратить внимание на такие вот важнейшие проблемы, о которых мы часто забываем. Вот мы сейчас собрались, второй день говорим о сохранении языка. А язык – это что такое? Язык – это вторичное, даже третичное по отношению к народу. Во-первых, надо сохранять народ,
А чтобы народ сохранять, надо сохранять его культуру, а если будет культура, то и язык сохранится. Язык без культуры – это ничто. Вот слова, что мы произносим, это вот колебание воздуха, только шум, производимый органами речи. А важнее культура. Будет культура, будет народ. Не будет культуры, не будет народа. Поэтому витальность народа прежде всего зависит от сохранения традиционной народной гуманитарной культуры. Вот когда я говорю о традиционной культуре, мне говорят, что это вы что, призываете обратно к лаптям? Нет. Традиционная культура не означает, это культура чувашского народа XVIII века, это культура народа XXI века. И она должна опираться на многотысячелетнюю традицию. Другой культуры не бывает. Культура бывает всегда национальной. То, что мы сейчас выдаем за культуру, это не культура, это искусство, оно создается искусственно. И искусство не всегда и почти не всегда помогает сохранению народа. У нас, в общем-то, искусство, оно привносное, вторичное, нетрадиционное. Второй аспект – это вопрос касается сохранения чего? Численности народа или качества народа. Мы должны различать две стороны проблемы. Это проблема деэтнизации и проблема депопуляции. С депопуляцией проблема очень сложная. По данным последних двух переписей, которые, в общем, последняя прошла уже 10 лет назад, за 20 лет чувашский народ практически потерял четверть своей численности. За 20 лет четверть своей численности. Было нас около 2 миллионов, стало меньше 1,5 миллиона. Прошло 10 лет со дня публикации данных последней переписи. И кто-то об этом где-то говорил, кто-то вспомнил эти числа. Все промолчали и молчим до сих пор. Это потеря численности населения. А ведь численность не говорит о том, что сохраняется народ как таковой, как этнос. Разговор должен идти о деэтнизации, о проблемах сохранения этнической самобытности народа. А вот тут вот проблема очень сложная. Еще более сложная, чем с депопуляцией. Вот, ну, живой пример. Я где-то лет 10 тому назад еще работал в университете, ну, где-то с 80-х годов прошлого века уже, те абитуриенты, которые выбрали для своего будущего судьбу чувашского языка, чувашской литературы, чувашского народа, не знали где-то там процентов 30-40, а то и 50 чувашской этнокультурной лексики из произведения Константина Иванова «Нарспи». «Нарспи», которую проходят в школе. Это о чем-то говорит, наверное. Второе по этому вопросу. Мы практически не знаем своей истории. Я не говорю о простом народе. У нас есть историки, которые должны преподнести историю народа самим чувашам, не знают этнической истории народа и не хотят заниматься. У нас историки занимаются где-то там глубиной 200, 300, 400 лет от сил. О Казанском ханстве я не помню, кто писал последний раз после Василия Дмитриевича, царствие ему небесное, а дальше молчок. Для сравнения, вот сейчас, сегодня, мне попалась книга, там Карачаев-Балкарцы про не могут поделить историю там с осетинами как-то. И
встретил новую книгу и по интернету прошелся там, сколько они издали литературы по истории своих народов. По карачаевцам, балкарцам, осетинам и другим народам Кавказа. А у нас 2-3 книги есть, и те очень проблемные. Я не говорю там о дилетантских работах. О культуре, если взять, или современное искусство, там тоже чувашского практически ничего нет. Вот мы поставили где-то там на костюм, на здание, где-то загогулину из чувашской вышивки, вот это чувашское. А на месте ли стоит даже в тех вот костюмах наших, вчера выступали, и мне было стыдно смотреть на эти костюмы. Очень красивые, ничего не говорю, но не чувашские. Мужские еще терпимо, а женские вообще ни в какие ворота не лезут. Чуваши такие костюмы никогда не носили. И почему-то мы стесняемся своего костюма, который вообще-то, не знаю, приходят и все удивляются, что есть такой народ с таким костюмом, был, с таким фольклором. Если там вот на фольклорных праздниках встречали наши фольклорные коллективы еще в конце прошлого века, так там французские там менеджеры, допустим, наших бабушек забирали на месяцы и катали по всем Парижам. Вот. А мы сами ничего в этом отношении не делаем и не понимаем ценности своей культуры. Вот это вот очень большая беда. В общем-то, системный кризис. И он начался, в общем-то, достаточно давно уже. В 20-е годы, когда, 100 лет назад, когда образовали чувашскую автономию, у нас национальный дух еще был. То поколение, первое поколение чувашской интеллигенции, который, в общем-то, прошел через церковно-приходские школы, с 4-классным образованием, и немногие из них прошли высшее образование, получили высшее образование, они могли создать все, что нужно государству. И театр в 2021 году официально открыли, и музеи, и общество изучения местного края, и художники у нас были, и даже Чувашкино. Чувашкино, который был, в общем-то, на месте Голливуда. В общем-то, кино, которое снимали в чувашских деревнях, крутили по Америкам. Журналы, посвященные киноискусству, на первой странице, на обложке, публиковали наших артистов. Лет 50, уже больше, назад, в общем-то, тюркология, любые тюркологические исследования никак не могли обходиться без чувашского языка, без чувашской истории, без чувашской культуры. А в 20-х годах, это у нас, начиная там с Поппи и так далее, они приезжали, издавались у нас, и вообще чувашский язык, чувашская культура гремела по всему миру, потому что познать тюркский мир, историю тюркоязычных народов, не зная чувашского языка, чувашской культуры, невозможно. И поэтому и в Питере, и в Москве, и в других городах занимались чувашским языком. А сейчас вспоминают о чувашском языке очень редко. Слава Богу, в свое время, благодаря усилиям тогдашнего нашего ректора, удалось нам открыть в университете кафедру тюркологию. Пригласили мы в эту кафедру на стажировку турецких молодых студентов еще тогда. Они сейчас стали там степененными учеными. И в этом году, к столетию нашей республики, они подарили республике отдельный специальный номер журнала «Техликтеки Тюрдиллери», «Диллер Тергиси» сейчас называется, новое название. То есть языки, попавшие в опасность исчезновения, так называется журнал. И там опубликовали статьи наших ученых, Юрия Николаевича там статья, кстати, есть. И
турецких наших коллег, которые получили определенное образование в нашем университете. Их сейчас штук 10. Вот они как могут стараются. В университетах турецких издают журналы, посвященные ну, не отдельно чувашскому народу, а народам Урала, Поволжья. Это в Кракла-Рилинском университете. Вот, ну, проводится определенная работа. Кстати, Бюлент Байрам, один из наших друзей, близких, он сейчас в этом году работал в Казахстане, в городе Туркестане, и он провел онлайн-конференцию, посвященную чувашам, и прошло 10 заседаний этой конференции по 3 часа. Вот. А мы сами, чуваши, на каком уровне находимся, это уже другой вопрос. Ну, я не буду тут говорить о менталитете и так далее. Ну, несколько слов хотелось бы сказать о чувашской интеллигенции. У нас практически интеллигенции по сравнению даже с 2020 годом, можно сказать, и не осталось. Ну, для уровня республики, может, мы что-то имеем, но а так вот, чтобы показать на уровне мира чувашскую культуру, у нас этого пока нет. Из того, что мы имеем, опять-таки, нет чувашской души, нет понимания чувашской культуры, истории и нет любви к родному народу. У нас многие кичатся, говорят, что вот я стараюсь за чувашский народ, а на самом деле это только пиарство. Вопрос заключается в национальной идее или в национальной политике. Ну, национальный вопрос, он такой вопрос, который всегда был у нас под запретом негласным. Не суй свой нос в национальный вопрос, иначе вопрос вот откусит нос. Вот под этим лозунгом мы живем до сих пор, кстати. И поэтому многие проблемы не поднимаем. Ежегодно, вот вчера Алевтина Петровна вот с этой трибуны доложила, какие у нас мероприятия по защите чувашского языка проводятся, какие планы громадье у нас существуют, а дело практически не делается. Нужна национальная идея, чтобы народ заинтересовался, чтобы народ, вообще-то в душе народа есть понимание проблемы, но об этом говорить надо, об этом постоянно говорить надо и довести это до широких народных масс, и чтобы вот эта вот боязнь того, что кто-то там откусит за нос, чтобы она ушла. Ну, а в современной жизни чувашского народа культура практически, профессиональное искусство практически своей роли, можно сказать, и не играет. Осталась у нас эстрада, которая, наоборот, у нас глушит культуру. Система образования, она от нас не очень-то зависит, потому что у нас все-таки государство на бумаге федеральное, но на самом деле унитарное. Вообще-то проблемы языка, культуры, этноса должны бы решаться на уровне республик, но, увы, у нас это решается с Москвы. Существуют законы во всех национальных республиках, закон о языке, о защите родного языка. Ну вот приехал Владимир Владимирович Путин в Йошкар-Олу, где-то как кто-то там, видимо, написал, прочитал какую-то бумажку, и вся прокуратура, которая должна защищать законы республики, в Татарстане, допустим, пошла шерстить школы. Что мы делаем? Владимир Владимирович – это первое лицо государства, но он
выбранный нами менеджер, он должен исполнять просьбу избирателей. А мы что делаем? Вот когда мы начинаем осознавать свое место в этой жизни и сами возьмем в свои руки судьбу своего народа, вот тогда можно говорить, видимо, о сохранении малых народов нашей страны. Вчера первое, что было сказано на открытии конференции, были слова «Шин булмалла ирикли». Человек должен быть свободным. Вот когда будем мы свободными, не надо там бояться ничего. Люди наши, они не такие дураки, они знают, что делать, и никто никуда из родной России удрать не собирается, и разделять, разбежаться никто не будет, мы знаем, как нам жить. И народы сами определятся, как лучше сделать, как лучше быть, и не будет у нас никакой национальной проблемы. Спасибо. Николай Иванович, Матуризер, Ялангибекех, Омзанзаратпур. Вот надо сказать, что это, Сергей Дмитриевич, я уж с вами так общаюсь, он примерно наш Санги, то, что касается вот, НИФХов, да, только в науке. И Николай Иванович уникальный человек, он, кроме того, что нас воспитал, и плюс еще вырастил очень достойных докторов наук, профессоров, которые проживают на территории Турции. Там он, допустим, Фейзи Эрсой, его ученик стал заместителем руководителя лингвистического турецкого общества. Это вот очень солидная организация такая. Представляете, вот какой уровень людей, которые у него там Бюлен Байрам, там Аугускан Дурмуш, значит, там у нас Синан Гюзель, и мне Йылмаз опосредованно так. Ну, в любом случае, вот таких людей, плюс еще у него ученики в Казахстане, у него ученики, которые стали докторами наук, выходцы, балкарцы, значит, там Карачаи, вот такой человек. Давайте поаплодируем Николаю Ивановичу. Зинаида Ивановна. Зинаида Ивановна Кунда, Тарагашин. Как раз Николай Иванович некоторые упреки кинул в адрес тех людей, которые творят, которые формируют новый формат одежды, национальной одежды. Значит, он радеет за аутентичность, значит, старинной одежды, чтобы они, вот старинная одежда сохраняла и свои традиции и по сегодняшний день, но тем не менее вы творите уже новую одежду, новый формат. Таргашин. Шельбулинди, тумзене ибиргаль, ну лехилле бурнаймас паренде, шамба битха паянги гунда ибирсиримбе, хамар енли, вот шелеметража пришак тумзене. Еп унбирги марга, еп хам коллекциинди тумземшинжен, тада везене Милле студентсене кодарца, унандарса паны бек кышчы пушла зарашын. Хами бе культур бай университетин жешленемай, мен галашын студентсене и бир прем шулданах масмак тума врендет бір. Масмак мен выл, масмак выл, шамга жинже илем кірдеген, пулым дей бір. Выл самахран ана тірейчі вашсен. Вирьял зейн, тарле булма булдарат. Шавынбада, весен тәсісен бе. Ана трич важы зейн булзан, шулдра тәрізем, симисара, херле, тәсісен бе узу гурза. Ондан турич важы зейн, везен печек кеде, вот, сурбан жинжен, шиғынна масмагы зейне, и бір везне онан дарза барат бар. Ондан бара и бір Мыжихизем дит бір нагрудное украшение. Мыжихизем пчкизем булаще, пызыкрахизем булаще, пызык мыжихи булат. Мыжихи и бир онандар забарап бір шак печек мыжихибе. Вот пызык мыжихи хушинже мен ле уйрылым болсем булаще. Если и бир шагынды орнамент сене бір печек орнамента схема шине үйгерзе,
візіне түрлі фломастерзембе схема ішіне үйгерзе, вәт шоржа жіне күжарза, візіне ергелезе, майлаза, шелезе бұны жүхне бара. Укшиден кезем бітхазем пір мінле бұлма бұлдарашы, пір рет шеленме бұлдарашы, егерет шеленме бұлдарашы. Ондан бара, шак мы ехизем хушинженде ебір візіне монетызем укшиден кезіне ғына жилеппірі, раковина каури де жилеппір, шақзіне онандар забыраппыр, раковина каури, күнда мы шехизем шинже курнмаламар, межіндезін укша денге, вол мы шехизем шине илем курза кадардаган пулым бұлад. Вәт шыржаба илемлетне хальхи вғытыра кадардаган шуғавыл, пиде хитре илемле, но нағытларақ анатырычы ғарсем, тұғынашы, пирін қатшағайны херармызем, тұғынашы, шак шуғана варанде ебіріна херлі, сары, симес, вот керен чипсембе кышчығына, хұшсағына ебіріна шакна кударцаба мағылдарат бар. Варамалашнен де бір вишеміш тваттымыш курсенжен де бір хал тухязем желеме вренет бір. Тухязем. Тухявыл пиде бұзы кабырлық, тухяны әлек авалағына. Ана аннезем, хызем авалдан упранза юлны укшиден кезіне бұштарза, вәт шыржезіне бұштарза. Вун бір вуниге шулзенжен, шау шулзенже кона тухяны пұштарма бұлдарны візем. Тоғынмада візем шавна, хойзем, осталана, алдызем бе, тоғынна жақ тухязене. Хальки хушпузене ибір мінлегдардат бар, хушпузем візем анатризем де бұлашы, анатенжізем де бұлашы, шавынбада візен орнаментжізене пиде, пәлзе, узы, курмала. Ебін умайгалашса кірзек ашынмар, шақ туна коллекциинжі ішсене ибір, хамырын ердеген мероприятизенде кадартма тұржат бар, онзыр пушне тада, нумай болмаз ебір Екатеринбург улыне бұлза келдімірде, Екатеринбург улынже пиде бұзық Ельцин центрінде иртне бұзық мероприятий был. Мен дума савындар жыға бұл бере. Панхи күнчен, ашағын бек чывашсем, вайланза, ушағын бек пызык масштаблы мероприятизм иртерзе курман. Мен жіндезен шақ мероприятий болып бере, педе савындаржы. Смахран хали бирак стенд, рекламный стенд тепір, шақ бұл иккебе вище размер ба стенд. А Екатеринбург хулынжи шағын бек рекламный стенд бол. Піледері, мен бұзығыр шағын задырат. Твада этаж шүлле, шағынбек рекламный щит шавырнат. Вара Ельцин центрінде шағынбек кунда бір площадкара творчество коллективізем юрлашы, ташлашы. Те бір площадкара гунда выставкызем жергелене, а выставкызене пирін чывашсем, хойсем осталана, пуганизене гыдардашы, тухизене гыдардашы, хушпывезене гыдардашы, шавындақ візен шимели ябалызем де бұршкеға, ку шақ мероприятий вғыденде. Адыда юлашкенчен иртерне уже шаврасы делінже вара теленмелі, интереслі ұйдузене ұшса катарца вадыш. Вот. Халь нумайгалашса гірзігайчен, я бы хотела посмотреть свой клип, который я подготовила на видео для телемоста города Казани. Чувашский национальный костюм – он одно из самых ярких проявлений культуры. Он способен рассказать всему миру о вековых традициях, быте и истории народа, который передается из поколения в поколение. Это бренд поразительной силы, о котором мы не должны с вами забывать. Многочисленные костюмы, воссозданные за десятилетия, дают нынешнему поколению возможность изучить и просто восхищаться древним искусством Чуваши. Пожалуйста. Это ворог. Через петухов кумарю тебя беру.
Хамырын жергелене, куразым бибалаштарат бірзере, тірлені скатертсем шинче, студентсем, хойзен алысембе, осталану. Можно, громче можно. Здесь мозаично переплетаются тюркская, финно-угорская и славянская культуры. Здесь добрый и хлебосольный народ, сохранивший до наших дней уникальное духовное богатство. Искусство Чувашии неповторимо и многогранно. В нем сочетаются богатое устное народное творчество, хореография, песнопение, обрядовая культура, вышивка и удивительная национальная одежда. Чувашский край – жемчужина России. С глубоким почтением к вам. Хапал Таваппар. Ебир Шамбек, Пурнатпур. Тарашин. Калыр калзы бдері? Спасибо организаторам научно-практической конференции. Очень интересные выступления были. Спасибо. Тавак сире дезімбек пулдарлықла нумай шитнезе нумазунат. Лидия Ивановна. Филиппова Лидия Ивановна, председатель Союза профессиональных писателей Чувашской Республики, кандидат филологических наук. Тарашин. Доцент. Я так понимаю, что мне посчастливилось стать последним на сегодняшний день спикером. На десерт у нас там еще молодой есть. Да? Выступающий, Ага. да. Александров здесь? А? Онлайн? Ну, хорошо, давайте, ага. Ага. Вначале сразу же хочу поблагодарить вот сегодняшнюю аудиторию, вчерашнюю аудиторию, это наши учителя, потому что они сидят, слушают. Спасибо вам, Тавах Сире, учитель. Всегда говорю, что вы, если мы говорим о сохранении изучения чувашского языка, это в первую очередь наши учителя чувашского языка и литературы. Я в свое время проработала редактором литературно-художественного журнала. Приходили молодые люди, девушки, парни. Я всегда им советовала: показывайте вашим учителям в первую очередь, показывайте библиотекарям. Поэтому сразу же благодарю, Светлана Михайловна, в вашем лице, всех работников библиотеки. Национальная библиотека стала для нас, для писательского сообщества Чувашии, родным домом, можно сказать. Но говоря о теме, можно много говорить. Некоторые моменты только хорошо. Начнем с нашей любимой Чувашии. Вообще мы живем в Чувашии. У нас Чувашская республика – это уникальная страна. Чуваши – мы уникальная нация, честно говоря. Давайте я сегодня буду говорить на позитиве, потому что вчера, сегодня наслушалась и много отрицательного, поэтому о позитиве все-таки. Есть у нас будущее, есть. Доказательство тому наши писатели, чувашские писатели. К примеру, Союз писателей Чувашской Республики, профессиональных писателей Чувашской Республики объединяет 132 писателя.
И это не только чувашские писатели у нас. Есть пишущие на русском, есть пишущие на татарском. Наш союз профессиональных писателей объединяет наших земляков-писателей из Татарстана, из Ульяновской области, Башкортостана. Вот так вот. Влияние литературного слова на укрепление межнациональных связей, так называется моя сегодняшняя тема. Что хочу сказать. У нас, вы, наверное, может, вчера озвучили эту цифру в Чувашской республике. Как нам говорит Чувашстат, проживают 128 национальностей. Но намного больше, честно говоря. Почему так говорю? Потому что я еще являюсь членом Совета Ассамблеи народов, народов, проживающих на территории Чувашской республики. И вот только 28 национально-культурных объединений у нас, они как бы официально зарегистрированы, они входят в состав Ассамблеи народов Чувашии. Интересно, просто я хочу, чтобы вы знали, наши учителя тоже очень дружно живут, кстати. Давайте думать так сегодня, что если я говорю по этой теме, значит у нас на самом деле литературное слово влияет на укрепление межнациональных связей, потому что это так и есть. Например, Ассамблея народов Чувашии. Есть чеченцы, мордва, татары, узбеки очень активные, очень поэтичные люди, представляете? Есть у нас евреи, армяне, азербайджане, 28 национальностей. И, конечно, если говорить о развитии современной профессиональной чувашской литературы, это все делается на личных связях. Вот, например, проводим в Доме дружбы, у нас, кстати, есть свой Дом дружбы, Сирень-Пельмелегана. Дом дружбы организован в 17-м, не организован, ассамблея организована в 16-м году, а в 17-м году у нас в Чувашии, в Чувашской республике, на улице Хузангая, 20, открылся Дом дружбы, где находится и ассамблея. И проводим мероприятия, это все взаимно делается. Писатели, они у нас очень коммуникабельные, мобильные, хотя средний возраст Союза профессиональных писателей не молодой, 67 лет, 65-67 вот так, участвуют. И, конечно же, переводим друг друга. Я всегда говорю, как хорошо, что у нас есть Юрий Семендер, народный поэт Чувашии, народный писатель Чувашии Анатолий Кибеч. Как это здорово. Почему? Потому что они, это раньше, конечно, больше, они переводили литературные произведения других народов России. Но сейчас это уже меньше практикуется. Почему? Должны понимать, потому что сейчас все мы начитанные, все в интернете, все знаем наш могучий русский язык. Поэтому вот так. Но, выходя за пределы Чувашской республики, тоже литературное слово как влияет на развитие межнациональных связей? Это очень даже ярко прослеживается. Почему так говорю? Потому что у нас чуваши проживают не только здесь у нас, не только в соседних регионах. Всего национально-культурных автономий, объединений, обществ на территории Российской Федерации, стран СНГ, ближнего дальнего зарубежья более 100. И представляете, наши писатели, вот они такие умницы, молодцы, я всегда их хвалю. Почему? Потому что они не ленятся. Приглашают, они выезжают, они вылетают, они принимают участие. Например, я вчера говорила, что в прошлом году мы были в Бурятии. Почему я коротко тогда остановилась на Бурятии? Там тоже живут наши чуваши, представляете? Землячество чувашей в Бурятии называется. Они в 2019 году официально в Минюсте зарегистрировали. Чуваши есть, конечно. Мы там были в течение недели, но не все такие, конечно, чуваши, которых нам хотелось бы увидеть, но все равно они живут дружно. Мы налаживаем сотрудничество, в том числе и литературное, и культурное. Например, мы прилетели даже неожиданно, вот какие там отзывчивые люди, слушайте. Руководитель землячества Чувашии в Бурятии Надежда Николаевна Колесникова, она сама уроженка Татарстана, Таковары, Теген Ялбор, Тарган Чувашла. Сама, конечно, она не знала,
какая молодчина. Она выиграла президентский грант Путина, пригласила делегацию из Чувашии. И, ладно, мероприятие провели. Она сама уже, год не прошел, она выучила чувашский, представляете? Вот такие люди. Почему-то, увы, мы в своей республике здесь, в Чувашии, на Чувашском островке, наверное, не очень-то ценим язык наших предков. Но еще, чуваши ведь они везде. Ладно, мы оттуда приехали, они уже сказки перевели чувашских писателей на бурятском, на русском, на чувашском. Книгу издали без наших финансовых вложений. Сами издали. Перед фактом поставили нас, чувашских писателей. И здорово, что такое делается. Потом у нас же сейчас есть Международная ассоциация чувашей, проживающих в Соединенных Штатах Америки. Мы тоже, писатели, к этому причастны. В прошлом году, в 2019 году, как раз в день рождения нашего Михаила Сеспеля, там официально зарегистрировали вот эту Международную ассоциацию. А там организатором основным все-таки является уроженка Ульяновской области Надежда Николаевна Сандеркина уже. Она марафонка, спортсменка. Президентом они, конечно, назначили мужчину, Валерия Николаевича Лукьянова, артиста Тюза. Знаете все, да ведь? Ну, вот таких примеров полно. И во Франции есть, Украина, ну как их не вспомнить? Постоянно наши произведения наших чувашских литераторов давно вышли на украинском. Это не только со времен Сеспеля, уже на современном этапе все это делается. Там тоже у нас Надежда Ивановна Лисовая, уроженка Цивильского района. Представляете, вообще молодцы, молодцы. Мне даже иногда неудобно становится перед ними, потому что они на свои финансы поставили на месте первоначального захоронения Михаила Сеспеля, нашего Сеспеля, поставили гранитный памятник на свои средства. Ладно, мы там, канадское землячество, немножко вложились, и все. Потом они, Анастасия Пенская, Евгения Блетри, Пенская, это у которого наш Сеспель жил, и которая сохранила, вот не было бы Анастасии Пенской, не было бы стихотворений, а то говорим, вот Сеспель, там 54-55 стихотворений только сохранилось, а не было бы этой Анастасии Пенской, не было бы ей этих стихотворений, хотя стихотворений у Сеспеля намного больше. И они тоже, землячество Чуваши в Украине уже, у них так называется, они памятник там поставили на месте первоначального захоронения. Потом поставили надгробные памятники Анастасии Пенской, ее мужу. В общем, иногда неудобно становится на самом деле за наших чувашей, которые проживают вот здесь. Честно говоря, наверное, уже нельзя скрывать, что земляки, которые проживают в регионах, они мало что ожидают от Чебоксар, конкретно от правительства, сами действуют и правильно делают. Но много что можно сказать. Спасибо, Я просто понимаю, что спешите, поэтому спасибо вам. Вы наверняка скажете, где можно будет потом увидеть все эти резолюции по нашей конференции. Удачи всем, берегите себя и не забывайте наших писателей. Читайте. Мы одну работу делаем. В принципе, вот, а библиотечная система является пуповиной, можно сказать, потому что литераторы, мы, ученые, те, кто преподает, обучает, так, да, вот, а вы являетесь главным звеном здесь. Вы вот центром вселенной вот для этого дела. Сергей Дмитриевич, позвольте вот здесь тоже как бы вот подведение итогов, в то же время еще один человек остался. Это вот у нас, как говорится, уж по-свойски на десерт, молодой, энергичный парень, который закончил Чувашский госуниверситет в этом году, защитил диплом, а сейчас посмотрю, он опять студент второго курса музыкального училища уже. Редактор национального радио Алексей Александров. Алексей Сумахнагала. Ирагун илдедеримана. Илдетпер. Ага, Петя Аван, Ирагун Булдар, ибо паян чеченахта Федор Павлов яжели, Шубашкарды Федор Павлов яжели музыка училище ядин день. Вот анжакта сиримбе брали пулаймаста, пшель булинде, каштах чирлегелененде. Вот шаумбада кумбек. Добрый день, уважаемые участники конференции. Вот сегодня хотелось бы рассказать про работу фольклорного отделения сольного и хорового народного пения Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Разговоры о сохранении чувашского языка, они происходят постоянно, а вот о том, как действительно сделать так, чтобы
молодые люди могли его выучить, могли действительно на нем заговорить, убрать этот языковой барьер, если они его понимают, то здесь мы всегда должны обращаться к фольклору. Ну, я так считаю. Прежде всего, почему я так считаю? Я постоянно это вижу. Обучаясь на фольклорном отделении, наши студенты постоянно выезжают в разные селения, в свои родные деревни или в деревни своих бабушек и дедушек, в том числе и студенты русскоязычные, которые понимают, возможно, но могут и не понимать. Но тем не менее, они ездят на родину своих предков и собирают фольклорный материал. Это не только песни, это и хореографическая часть, это и костюмы, это и обряды. Обряды прежде всего. И все это сопровождается песнями. То есть вся та жизнь народа, которая сопровождала наших бабушек, наших дедушек, наших родителей, она все еще записывается. И записывается на данный момент нашими студентами в том числе. Отделение работает с 1989 года. И за это время нашими студентами и преподавателями со всех регионов Поволжья и Урала практически собрано более 4000 аутентичных песен. Каждый студент в конце своего обучения делает выпускную квалификационную дипломную работу. Это 40 песен, если ты студент хорового отделения, 20 песен, если студент сольного отделения. Ну, сейчас в связи с тем, что поколение уже уходит, количество песен сократилось до 30. Но, тем не менее, песни записываются, и они не просто записываются и остаются в документах, они, помимо всего прочего, полностью передаются дальше. В различных сборниках, например. Мы постоянно делаем концерты, постоянно делаем различные выступления и таким образом делаем трансляцию аутентичного фольклорного материала дальше. Сохраняем это на видеозаписях, которые в свободной форме можно найти, например, в просторах интернета. И самое важное, что здесь происходит, это не просто сохранение песни, это полная расшифровка в том виде, в каком нам исполнил носитель. Именно носитель фольклорной традиции. Людмила Валерьевна Петухова, руководитель нашего отделения, сделала так, что у нас, в общем-то, на отделении очень хорошо эта работа выстроилась. Наши студенты действительно понимают, чем они занимаются. Может быть, с самого начала нет, потому что приходят после 9 класса. Но, тем не менее, со временем, в связи с огромной работой, это все происходит. И студенты действительно начинают понимать, зачем это нужно делать и почему нужно сохранять именно аутентичную форму. Если мы будем иметь всю эту базу аутентичную, которая была распространена в народе, которая до сих пор имеет определенное распространение, некоторые обряды все еще хорошо живут и сопровождаются хорошими песнями. Если все это будет сохраняться, мы можем развиваться дальше, потому что будет сильная база. Вот. Возвращаясь к разговору о чувашском языке, много наших студентов выросли в городе. Это ребята, которые по-чувашски с самого начала не говорят, но на 2-м или 3-м курсе они начинают постепенно говорить на языке, потому что учат песни. Учат песни аутентичные, в чистом виде. То есть это не подгоняется под литературную норму, сохраняются диалектные особенности. И студенты сами, записывая эти же песни, слушая постоянно среду чувашскую, то есть среди студентов много детей чувашей, получается так, что мы погружаемся в языковую среду прежде всего, потом погружаем себя в культурную среду. Как раз-таки занимаясь различными концертной деятельностью, изучением музыкальной части. И получается действительно очень красиво. И студенты, например, есть выпускники, которые действительно выросли в городе, но сейчас свободно говорят на чувашском языке. И это без приложения каких-то особых усилий. Они не сидели, не занимались чувашским языком. Они просто его впитали. Впитали через среду, через носителей молодых и, получается, через аутентику. Потом. Фольклорное отделение сольного и хорового народного пения, как бы несет в себе цель, прежде всего, сохранить музыку, но помимо всего прочего, отделение делает еще очень большую работу, сохраняя диалектные особенности. То есть все то богатство языка, которое остается за рамками литературной нормы, оно сохраняется. И его постоянно можно увидеть в дипломных работах, когда ты заходишь, например, в дипломные работы Маргаушского района, студентов с Маргаушского района, ты видишь все эти особенности, как формируется их слово. И это все сохраняется не только в песнях. То есть, когда записывается обряд, он также расшифровывается.
Или, например, когда мы делаем какую-либо постановку, происходит так, что там есть и реплики, есть разговоры. Не просто же поем. И все эти разговоры также подгоняются под диалектные особенности. И все потому, что у нас действительно имеется этот материал. Наши студенты сами его сохраняют, и поэтому это очень здорово. Помимо этого, диалектные особенности и все богатство чувашского языка, локальных местностей, там башкирский же говор, например, говоры башкирских чувашей, говоры татарстанских чувашей, ульяновских, это все фиксируется в текстах и сохраняется в дипломных работах тех же. А потом с недавнего времени наше отделение начало заниматься усердно издательской деятельностью, то есть и все эти дипломные работы, в которых хранятся, как я уже сказал, более 4000 песен, лучшие образцы публикуются. Это и календарный сборник Сурхури-Киргури, который вышел недавно. Сейчас готовится еще один репертуарный сборник ансамбля Яндал, в который также вошли огромное количество образцов чувашских народных песен с разных регионов. Помимо этого, Алакран Тухран Тайлдом тоже выходила, Туй-Туй-Туй-Дезе, то есть свадебные песни, рекрутские песни. И вот в работу эту же опять вовлекаются не только преподаватели нашего отделения, но и студенты. И все это происходит вместе, совместная работа, и это действительно того стоит. То есть сохранение фольклора в прямом смысле происходит. Но, разумеется, у нас тоже есть проблемы. Например, студенты много выступают, но об этом нам очень сложно, например, сообщать, хотя мы как бы используем все возможности, но тем не менее студенты могли бы выезжать гораздо чаще, потому что сейчас, например, на важные большие мероприятия приглашают в основном певцов эстрады, которые носителями чувашской культуры не являются. И нам иногда приходится слышать, например, что чувашская пентатоника исчезла или она не сохраняется, что эта традиционная часть нашей музыкальной жизни уходит. Но она не уходит, она сохраняется и сохраняется молодым поколением. Почему бы не показывать студентов, которых можно вывозить, и это ведь можно организовать. Фольклорный коллектив реально ассоциируется сейчас только с бабушками, которым, вы сами понимаете, в возрасте. А показывать народную культуру, например, когда это делают молодые люди, которым нет и 20 лет, это совсем другое, это и воспринимается по-другому. Народная культура, получается, очень смешно слышится, когда, например, хороводные песни исполняют бабушки, когда это молодежные песни. И это действительно очень красиво. Почему бы эту красоту не показывать? Ведь можно, это практически профессиональные коллективы, которые имеются в училище. Также есть сложности, например, с инструментарием, опять же. Раз, два, три. Алексей, подемляться калазан камыларах плачу, юреди? Подемляться хов, давайте. Вот, отделение фольклорное продолжает работать, и слава богу, со всеми сложностями. Тем не менее, мы продолжаем работу, изучаем также материал фольклорный, собираем его. В этом году, например, тоже были организованы экспедиции с студентами самими. Собрано много материала, это все будет расшифровываться, все будет сохраняться. И вот, будем работать дальше в этом же плане. Но нужны студенты еще, мы всегда за. Серьезно, жүзун пар. Правда, буш. Людмила. Смахмаенда видеонарезка бур. Пирень отделение чень, геплерехеш пулзабыны бергенда. Обрядовые поэзимбе, юразимбе и калашны зембе. Был чельгенеде брзадевей, тогда юристинеде. Тавах, если подемеште калазабадар, хал пирингундай вугатсагал бергена мзадраймас пребер. Юреди? Те брючих не богат пар. Сирия вот буквально пер уйкалыгына сирень ушкана бер концертда ченничи үпкелеми киллемар эстрада юрузизем сирия шендерзе бурастизе сеплады подемешлелзен ол аудитория кашни культура жайне гураз аудитория ханимайнал пире езер юрланы кележет сагуна сеплахя самбада тавах сирия оно жүзунат пар тавах Тавда буш. Сергей Дмитриевич, мы завершили, и уже, да, вы вступаете в свои права. Пожалуйста. Расставаться всегда грустно. Мы завершаем свой марафон. Он начался у нас в понедельник, когда мы прилетели в Йошкар-Олу.
Сразу нас тоже погрузили, так скажем, к марийской культуре. Значит, здесь мы тоже, как только переехали в Чебоксары, нас тоже погрузили в чувашскую культуру. Мы были на премьере спектакля. Вчера мы были в музее вышивки. Все очень прекрасно, все очень красиво. Мы увозим частичку, так скажем, вашей теплоты, вашего добра с собой в разные города. Ну, я конкретно Москву. Мы провели очень плодотворно 2 дня. Прозвучали более 40 докладов. Прозвучала гостевая лекция. 2 круглых стола. Работали на 2 круглых столах. Доклады очень интересные. И как организатор я очень рад и горжусь, что мы провели это мероприятие в Чувашии, в Чебоксарах. И когда там Александра нет, вот, к сожалению, он когда говорил, что проводим конференции, много, значит, одна из очередных и тому подобное. Ну, я вот ему хотел ответить, что она не одна из очередных, она является частичкой государственной программы реализации национальной политики, потому что этот грант, который выделило Федеральное агентство по делам национальностей на проведение этих мероприятий, серии мероприятий, а мы их провели, еще повторюсь, значит, на Сахалине, в Карелии, вот в Мариэл и у вас. Итоговый будет в Москве. Они отбирали, это не то, что там, значит, просто так получить грант. Вы, наверное, многие гранты получаете и занимаетесь этой деятельностью, да. Это готовилось техническое задание, значит, инициировался этот проект Евгением Ивановичем, значит, мы все это отрабатывали, предоставляли сметы и тому подобное. И когда была принята эта программа, она принимается лично там комиссией при ФАДН, значит, и вывешивается на сайте и тому подобное. Серьезный такой процесс идет. Поэтому как бы, когда мы отбирали регионы, это же нужно было тоже договориться не только вот с нашим другом, с моим конкретно большим Светланой Михайловной, которым мы знаем уже друг друга более 25 лет. Я в свое время тоже работал в библиотечной сфере, был директором издательства библиотечного, который выпускал журнал «Библиотека» и библиотечные издания другие. Вот. И был вице-президентом Российской библиотечной ассоциации, поэтому в этой сфере мы работаем давно. Но и также надо было договориться с руководством республик. И это очень серьезное дело, потому что тоже получить, так скажем, покровительство, патронаж. Вот конкретно у вас это самый высокий патронаж был вашего главы региона. В других местах, там, например, в Мариэл вице-премьер правительства был. Высокий тоже был статус и на Сахалине. Была встреча с 2 вице-премьерами и была даже договоренность, вернее, есть договоренность проводить международную конференцию на следующий год. Это тоже такие как бы планы на будущее. И правильно сказала Светлана Михайловна, итоговый документ всех этих мероприятий, он будет общий. Вот, конкретно этой конференции сказали присылать на сайт библиотеки, на электронную почту, да, и материалы, и, значит, какие-то свои пожелания. Но только вот я так немножко отступление, значит, не надо браться за такой вот, как бы за глыбу, надо все делать по крупицам. Например, на Сахалине вот тот же Сангей Владимир Михайлович, он сказал, значит, когда было обращение от конференции, он, значит, такие были там обращения. Обратиться к Путину, значит, дать автономию нивскому народу, дать бесплатно 10 гектар, там, значит, так далее, так далее. Ну, понятно, да, как бы хочется многого, но надо потихонечку. Вот обращение и в итоговый документ всего мероприятия, это вот именно от этой конференции. Что вы видите, какие видите пути поддержки родного языка, какие технические возможности, теперь компьютерные технологии и тому подобное. Когда вот мы смотрели спектакль, я так немножко про себя скажу, там выдавали наушники, синхронный перевод. Я родился в Ульяновской области, так что я как бы в селе Меликес, вернее, город Меликес, сейчас он называется Димитровград. Так что дед у меня чуваш с бабушкой, значит, боевой дед, 3 войны прошел, 11 ранений и дожил до 89 лет. Значит, естественно, когда я находился у них и лето, и зима, и не хотелось уезжать от них, как всегда, от бабушки с дедушкой. Значит, они говорили по-чувашски между собой. Ну, естественно, многие слова запомнились. И когда вот я смотрел спектакль, значит, я думаю, вот это я слово точно помню. Матур. Думаю, вот, господи, это молодец. Мне так говорили там, значит, там, покушать, там, так далее. Короче, слова какие-то начали, они где-то на подкорке и остались. Вот, я на самом деле, это серьезная вещь.
Отец у меня тоже, естественно, чуваш, мама мордовка. Поэтому я, когда папа приезжал сюда, в Чебоксар, он говорит, поеду в Чебоксар, мой, это, как сказать, край. Шубашкар, да. На мою историческую родину, говорил. Так что я, можно сказать, исполнил его мечту. А я впервые в Чебоксар, но я проезжал, когда я ехал на родину, да, проезжал, но так вот, чтобы вот прикоснуться к людям, значит, и к культуре, такого не получалось. Я хочу, завершая, поблагодарить, конечно же, Федеральное агентство по делам национальностей за поддержку этого серьезного проекта финансовую. Хочу поблагодарить Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский республиканский институт образования в лице Юрия Николаевича, Национальную библиотеку Чувашской республики в лице Светланы Михайловны и, конечно же, ваши команды, которые провели огромную работу, чтобы эта конференция прошла на самом высоком уровне. Я думаю, что все это подтвердят. Ну и в конце такое, значит, это хочется уже, приеду, честно говоря, буду как-то повышать свой уровень знания языка. Пурнете тавах, пурнете ширип сивлах, сунадаб, тепретел поличен. Ну, мне, конечно, в первую очередь хочется поблагодарить Кузьмина Евгения Ивановича, потому что первые переговоры, я понимаю, что решение было принято вами вместе, мы с Евгением Ивановичем вели. Затем с Долговой Евгением Ивановичем разговаривала, Алевтиной Петровной. И единственное, Евгению Ивановичу я говорила, мы, конечно, не против, мы сделаем все, что от нас зависит. Единственное, мы боимся подвести, не подвести бы вас. Но я надеюсь, что мы действительно не подвели, конференция удалась, и я присоединяюсь и ко всем другим благодарностям, потому что хочется отблагодарить свой коллектив, который действительно все заранее предусматривал, видел, и все вопросы решались. Я думаю, по крайней мере, мне не видно было таких нерешенных каких-то вопросов. И я, конечно, очень благодарна Юрию Николаевичу, что они очень как-то плотно подключились, когда хотелось вместе работать, потому что конференция здесь, она научная. И библиотека здесь ничего бы одна не сделала, если бы не подключились ученые. Огромное спасибо всем. Я желаю успехов. Я думаю, будут какие-то, уверенно, результаты будут этой конференции. Вообще интерес к конференции очень большой. Мне сейчас тоже мои коллеги принесли, распечатку просто сделали, сколько было обращений. В первый день было, вы все знаете, да, кто, может быть, не слышал, 2 дня конференции транслировались на YouTube-канале, на сайте Национальной библиотеки, отдельно ссылки есть с сайта. Почти 1200 было в первый день. Вместе со вторым днем всего 1800 было просмотров на YouTube-канале. Сейчас хочу сказать, какие. Были из Швеции обращения, США, с Германии, Украины, Киргизии, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Беларусь. В общем-то, конференция, можно сказать, она у нас была не только всероссийская, но и международная, потому что тема, она очень актуальна, этой конференции. И ведь это говорит о том, что люди неравнодушны к сохранению языка. И сегодня, когда задавали вопрос, что будет через 50 лет, я подумала, а будет лучше. Почему? Мы в своем детстве, я выросла в городе, училась в русской школе, мы никто не говорили на чувашском. В школах не изучали чувашский язык настолько, насколько, да, пусть сейчас 1 час, но имеют понятие хотя бы о чувашском языке. В городе не говорили. Сегодня я даже по себе вижу, очень часто обращаются на чувашском языке. В магазине, где-то в транспорте, просто в городе люди. Поэтому чувашский язык, он стал разговорным. И люди
хорошо говорят, плохо говорят, они пытаются говорить на чувашском языке. А ведь вот в моей молодости, в моем детстве, люди, знающие чувашский язык, они стеснялись говорить по-чувашски. Они плохо говорили по-русски, но тем не менее старались, пытались даже между собой говорить по-русски. Поэтому я думаю, что все-таки будущее есть у языка. Когда есть вот столько людей, кто хочет внести свой вклад в сохранение, и каждый из нас начинает, конечно, с себя. Поэтому вот я думаю, что все-таки продолжение этой конференции остается у нас в голове, в наших сердцах, в наших умах, в наших каких-то задачах, которые мы перед собой ставим. Поэтому вот всем огромное спасибо и удачи вам в ваших проектах. Они у вас все уникальные, все имеющие результат. Успехов, больше проектов, да, и мы готовы к ним подключаться. Благодарю всех сотрудников Национальной библиотеки. Пиди бузыктав зря. Из-за пиди войла, пиди чаплышлар. Телен загаймала. Самбада сирме пиди эслеме кумала. Плюс еще приплюсуйте, пожалуйста, 200 человек, которые знакомились с ходом работы нашей конференции, его подписчики. Да, так и да? 200 человек его. Смело. Поэтому 2000 человек. Константин Анатольевич, согласен, да? Да, Зямбада, большое спасибо. Сергей Дмитриевич, огромное спасибо. Вы человек уникальный. Я вот прям восхищаюсь вами как человеком, человеком, который на многое способен. Поэтому вы молодец. Большое спасибо. Светлана Михайловна, бидибузыкта узыре, изар тельмеле герарам, тельмеле эстензин. Сирин сотрудник сен, хамы сотрудник саман, гениальный сотрудник саман. Институт образования. Зямбада, бидибузыкта узыре. Операторы, молодцы. Большое спасибо. Большое спасибо. Татакан маман, каламаман заганды. Ну, педуниверситет калам маладамарон сепладе. Тадам зурбусне госуниверситет, Яков Яделе, Ульянов Яделе. Тадам зурбусне пирин гуманитарный институт при Каларамар, культурный институте. Парлес лизан ябразиримбе. Кенеге издательство вот пирингунда писатель, миги писатель ларас салгулы гусем бедем же вот писатель. Вот я заметил, что у писателя глаза всегда осмысленно, мудро, грустные. Вот почему-то так, а? То ли они понимают то, что мы не догоняем в этой жизни, так и, но тем не менее и чувашское книжное издательство благодарю, потому что вообще классно. Неплохо поработали. Сергей Дмитриевич, прошу передать наши слова благодарности Евгению Ивановичу. Да, я, к сожалению, с ним до этого не был знаком, но тем не менее, я думаю, что я, пообщаюсь с ним, обогащу свои познания о людях, о человеке и обо всем. Да, большое спасибо.